Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Большой китайский визит в Европу или перспективы участия Пекина в швейцарском так называемом саммите мира. Вот одна из важнейших тем большой политики на прошлой неделе. Начнем с того, что по приглашению президента Франции, президента Сербии, президента Венгрии, председатель Си Цзиньпинь с 5 по 10 мая совершит государственные визиты в указанные три страны. Поездка Си Цзиньпиня станет его первым визитом в Европу с начала пандемии COVID-19 в 2020 году. Издание «Политика» в марте 2024 года писала, что встреча председателя КНР с президентом Франции нацелена на восстановление отношений с Европой из-за безграничного партнерства Пекина с Москвой. Также сообщалось, что стороны будут обсуждать в том числе конфликт на территории Украины. В январе власти Украины пригласили Си Цзиньпиня на мирную конференцию в Швейцарии по вопросам урегулирования конфликта. МИД Китая заявил, что Пекин поддерживает усилия, способствующие мирному разрешению кризиса. Большой материал на тему намерений Китая участвовать или не участвовать в конференциях по урегулированию украинского конфликта сделало какое-то время назад издание «Коммерсант» под названием «Говорит и не досказывает Китай». Это довольно любопытный анализ геополитических игр этой большой страны. Пекин не опроверг, но и не подтвердил заявление канцлера ФРГ о намерении Китая участвовать в саммите по Украине в Швейцарии, пишет автор материала Алексей Забродин. В МИД КНР не смогли подтвердить поддержку Пекином инициативы провести в Швейцарии саммит по формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. Правда, и прямо заявлять об отказе от участия в этом мероприятии в Китае не стали. В Пекине настаивают, что поддерживают любые мирные инициативы, однако конфликт Москвы и Киева должен завершиться прямыми переговорами двух стран. Заявление китайского МИДа последовало после того, как канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что председатель КНР Си Цзиньпинь поддержал швейцарскую конференцию, которая должна состояться в июне без участия России. Предполагается, что саммит будет проходить на одном из швейцарских курортов, и на Западе его уже окрестили саммитом мира. Украинские власти, выдвинув идею проведения саммита по формуле мира Владимира Зеленского, никогда не скрывали, что их цель – привлечь к участию в мероприятии как можно больше стран глобального юга, среди которых желанными гостями встречи должны стать Китай и Индия. И хотя Швейцария, взявшая на себя роль хозяйки мероприятия, уже объявила, что саммит состоится на курорте Бюргеншток 15-16 июня, по-прежнему непонятно, примут ли в нем участие Пекин и Дели. 17 апреля официальный представитель МИД КНР Лин Цзянь, рассуждая о позиции Китая в отношении российско-украинского конфликта, весьма пространно прокомментировал перспективы присутствия Пекина на швейцарском форуме. Китай готов поддерживать тесные контакты со всеми заинтересованными сторонами, включая Германию. Тут напомним, что немецкий канцлер Олаф Шольц побывал в КНР с трехдневным визитом по этому вопросу. Китай считает, что любой конфликт в конечном итоге должен быть решен путем дипломатии и политических переговоров. Единственный выход из украинского кризиса также находится за столом переговоров, сказал господин Линь, комментируя возможность поддержки Пекином саммита мира. По словам дипломата, КНР поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса, а также поддерживает созыв международной мирной конференции, на которой Россия и Украина могли бы на равных правах обсудить все справедливые варианты мирного урегулирования. То есть, как мы видим, в Китае, рассматривая возможность участия в мирной конференции, обязательно подразумевают участие и России в ней как стороны конфликта. Это сильно разнится с прозвучавшими накануне утверждением канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Си Цзиньпинь во время их беседы согласился поддержать мирную конференцию в Швейцарии. Оценка Олафа Шольца переговоров с Си Цзиньпинем моментально вызвала позитивную реакцию в Киеве. Зеленский подчеркнул, что, цитата, «Китай действительно может способствовать восстановлению справедливого мира для Украины, стабильности в международных отношениях» и поблагодарил канцлера ФРГ
за сигналы из Пекина. Между тем, еще до заявления Олафа Шольца председатель Си отметил, что любой процесс урегулирования украинского кризиса должен признаваться обеими сторонами конфликта и подразумевать их равноправное участие в переговорах. Таким образом, после беседы руководителей Германии и КНР позиция Пекина, как видно из комментария китайского МИД, не поменялась, а потому и перспективы участия Китая в июньском саммите в Швейцарии не прояснились. При этом еще с прошлого года Китай продвигает свой мирный план из 12 пунктов. В частности, китайская инициатива подразумевает прекращение огня и возобновление мирных переговоров. Как заявил по этому поводу глава МИД России Сергей Лавров, китайский план предлагает сначала разобраться с системными проблемами в сфере безопасности и первопричинами украинского кризиса, а потому абсолютно соответствует нашей общей философии, в том числе в контексте активизировавшихся дискуссий о том, как обеспечивать евразийскую безопасность. Конец цитаты. Мы с китайскими коллегами подтвердили вывод о бесперспективности каких-либо международных мероприятий, которые не то что не учитывают позицию России, а полностью ее игнорируют, которые продвигают абсолютно пустую, ультимативную, так называемую формулу мира Зеленского и тем самым полностью оторваны от каких-либо реалий. Окажется ли в итоге Китай с таким подходом среди участников саммита в Швейцарии, пока не ясно. Однако в мае Си Цзиньпинь собирается нанести визит в Париж, где уговоры по поводу его участия в мирной конференции продолжит уже президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, в мае возможен визит президента России Владимира Путина в Пекин, во время которого вопрос о швейцарском форуме также неизбежно будет затронут. Несмотря на сильное желание Киева заполучить Китай в качестве участника июньских дискуссий по формуле мира, в украинском экспертном сообществе растут опасения, что присутствие КНР в Биркенстоке может обернуться для Украины большими проблемами. Ведь ничто не помешает Пекину представить на саммите, который запланирован как мероприятие по популяризации плана Владимира Зеленского среди стран глобального юга, свою альтернативную формулу. В таком случае конференция рискует превратиться из презентации украинской инициативы в обсуждение сценариев урегулирования конфликта, отмечает Алексей Забродин. Подробнее эту тему мы обсудили в нашей сегодняшней передаче с политологом Николаем Трапш. Здравствуйте, Николай, рада вас приветствовать. Наша сегодняшняя тема – это конференция по Украине в Швейцарии, которая запланирована на июнь этого года в одном из швейцарских курортов. Как понятно, что это будет в основном конференция, рассчитанная на западные страны, на европейские страны, так скажем, на Запад. Но как вам кажется, в чем ее основная цель? Добрый день, Аифа, тоже рад вас видеть. Что касается конференции, у нее две цели. Первая цель, сейчас никакое международное противостояние не ведется только на одном фронте. То есть это не только там, где ведутся военные действия, это и там, где выделяются финансовые средства, там, где создаются санкции, в том числе там, где и создается информационная повестка. А Украина должна присутствовать в этой повестке обязательно для того, чтобы о ней не забыли, раз. Во-вторых, для того, чтобы западному обывателю внушить или воскресить, или закрепить в его памяти некоторые мантры, которые должны, соответственно, характеризовать украинский кризис. То есть здесь это часть информационной кампании. А момент второй тоже очень важный, это демонстрация того, что Россия не хочет вести мирные переговоры, а Украина и весь мир якобы хочет вести. И, соответственно, тот, кто хочет вести, тот, по идее, должен предлагать повестку, то есть свою повестку в данном случае предложить как основную. Я не могу сейчас сказать, какая именно там повестка будет, это будет зависеть от многих факторов, в том числе от развития ситуации на фронте, но ясно, что это будет демонстрация текущего отношения к Западу, к приемлемому для него урегулированию украинского конфликта.
Особая интрига разворачивается вокруг того, будет ли участвовать в этой конференции Китай, который официально приглашен на эту конференцию. Даже канцлер Германии Олаф Шольц прикладывает много усилий к тому, чтобы Китай приехал, делает заявление, была их встреча. И, как вам известно наверняка, сейчас китайский лидер собирается посетить некоторые страны Европы, в том числе Францию, которая тоже будет участвовать, соответственно, в этой конференции. Как вам кажется, а Китай отвечает как будто бы неопределенно. Все-таки будет ли участвовать Китай и что это изменит из себя? Это будет зависеть от целого комплекса обстоятельств участия Китая. Ну, во-первых, мы ожидаем, ну, по крайней мере, как бы есть к этому все предпосылки, что первый зарубежный визит после инаугурации Владимира Владимировича Путина будет в Китай. То есть, соответственно, если таковой визит состоится, то ясно, что он будет не просто как бы данью вежливости за предшествующий визит Си Цзиньпина, но и как бы будет посвящен обсуждению широкого круга вопросов. И поэтому, если после такого визита Китай окажется на этой конференции, то не исключено, что в какой-то мере те тезисы, которые Россия хочет донести до своих западных оппонентов, будут озвучены Китаем. Это как бы момент первый, на который нужно обратить внимание. Вопрос второй, на который тоже нужно обратить внимание. Китай очень четко демонстрирует свою позицию даже там, где он должен разговаривать с Западом. Ну вот недавние визиты министра финансов Джанет Йеллен в Китае и госсекретаря Энтони Блинкена и Олафа Шольца, они показывают, что Китай как бы он следует своим интересам и при этом как бы очень четко показывает, что не потерпит никакого давления на себя и не допустит превращения себя там, в говорящую голову, которая озвучивает чьи-то мысли. Поэтому даже если Китай на этой конференции будет, то он будет там озвучивать ту повестку, которая интересна ему, и, соответственно, не обязательно, что это будет сходиться, или, вернее, скорее всего, это не будет сходиться с тем, что предлагает Украина и ее западные партнеры, скажем так. Ну и третий момент очень важный. Мы не должны переоценивать Китай, не должны его рассматривать как стратегического союзника России. То есть здесь все дипломатические размышления, они на то и дипломатические, чтобы не содержать как бы 100% абсолютно достоверной подтвержденной информации. Здесь речь идет немного о другом. Вот сейчас большая дискуссия вокруг некоторых статей, которые появляются в серьезных китайских журналах. Серьезная дискуссия вокруг того, что Китай все равно принимает всех европейских и американских визитеров. Китай в политике следует тому, что выгодно Китаю. Китай не хочет пока отказываться от многовекторности, переходить к открытому конфликту с Западом, тем более как бы опираясь только лишь на контакты с Россией. То есть здесь мы должны понимать, что бы ни делал Китай, он будет делать это в китайских интересах. Но, резюмируя, мы должны понимать, что сейчас отнюдь не в китайских интересах поддерживать победу Украины или какой-то существенный успех Запада на Украине. То есть Китай не будет как бы выступать рупором Российской Федерации, но он вряд ли будет выступать рупором Запада. Очень интересно. А еще очень многие эксперты пишут о неком китайском плане урегулирования, который содержит 12 пунктов. Что бы вы могли сказать об этом? Что вообще это такое? Китайский план урегулирования – это по сути своей, ну скажем так, вариант, который показывает некое компромиссное решение. То есть китайский план, он по принципу и вам хорошо, а лучше всех должно быть самому Китаю. То есть Китаю как бы выгодно прекращение этого конфликта на тех условиях, при которых абсолютной победы не одержит ни Российская Федерация, ни Украина со стоящим за ними Западом. То есть конфликт не должен привести абсолютной гегемонии кому-то из них, он должен где-то, может быть, внутри остаться замороженным, и это будет гарантией того, что ни при каких обстоятельствах и ни при каком как бы стечении событий основные силы
силы Запада не будут сосредоточены против Китая, скажем, на Тайване. И в то же время он может тогда рассчитывать, что если этот конфликт тайваньский все-таки приобретет горячую или более или менее острую фазу, то Россия будет его также поддерживать на тех же основаниях и условиях, как Китай сейчас поддерживает Россию. Поэтому Китай может изложить не только там из 10, 12, 15, он и 140 пунктов может изложить, но эти пункты будут вести к одному. То есть никто не должен одержать окончательную победу в этом конфликте. Она не в интересах Китая. Большое спасибо, Николай. Очень приятно, что вы в очередной раз ответили на наш вопрос. К другим темам. Эрдоган заявил об установлении нового порядка в Закавказье. В регионе Южного Кавказа устанавливается новый порядок. Премьер-министр Армении понимает это, заявил президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган журналистам в самолете, возвращаясь из Ирака. Цитата. «В регионе устанавливается новый порядок. Пришло время отбросить беспочвенные воспоминания. Всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, чем опираться на сфабрикованные истории, не имеющие никакой связи с реальностью. Теперь это понял и Пашинян», сказал турецкий лидер журналистам в самолете, возвращаясь из Ирака. По его словам, историки первыми разбираются с тем, что было в прошлом. «Мы с самого начала открыто говорили об этом и заявляли, что можем открыть свои архивы, и мы это сделали. Теперь настало время создать новую дорожную карту на реалистичной основе», заявил Эрдоган, выразив надежду, что Армения, цитата, «выберет путь создания новых начал для светлого завтра, и начнется новая эра». На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.